эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшила, в студии Гугут Савардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Созвездие смелых» в Абхазии начались гастроли российского цирка. Поддержка материнства и защита прав ребенка, о системе выплат в рамках социального страхования в Абхазии. Успех искандеровцев, большие гастроли Русдрама в городах России. От истории создания до громких побед японское боевое искусство в Абхазии. В начале выпуска о самом главном. Сотрудники службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел задержали скрывавшегося экс-депутата Адгура Харазия. Адгур Харазия был объявлен в розыск после того, как в декабре 2024 года открыл стрельбу в стенах парламента, в результате чего был убит депутат Вахтанги Голанзе, получил ранение депутат Кан Кварче. После чего Харазия скрылся. С первых дней дело, получившее широкий резонанс в обществе, находилась под личным контролем президента Бадры Гумба. После 6 месяцев оперативные службы СГБ и МВД вели усиленную работу по установлению местонахождения Харазия. Экс-депутата задержали 14 июня. С целью реализации задержания на место отправились лично председатель службы госбезопасности Дмитрий Дбар и вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут. Также 14 июня оперативными службами МВД и СГБ задержан гражданин Сурмава Баграт Абисаломович, 1992 года рождения, подозреваемый в обстреле дома экс-депутата парламента Адгура Харазия. Преступление произошло 24 декабря 2024 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин Сурмава был задержан 14 июня в городе Сухум. Экстремальные выступления каскадеров, воздушные гимнасты, клоуны и хищные животные. С 14 июня по 14 сентября в Сухуме на площадке республиканского стадиона пройдут гастроли российского цирка «Созвездие смелых». Программа представления разнообразная и насыщенная. Всего артисты цирка покажут 50 спектаклей. Алика Трапш побывала на открытии циркового шоу и пообщалась с его организаторами. Впервые в Абхазии цирковое шоу, от которого захватывает дух. «Созвездие смелых» – это уникальный проект, где задействованы российские артисты, лауреаты международных фестивалей и премий, а также поющие тигры, медведи на велосипеде, каскады опасных трюков и самые смешные клоуны. 3 месяца российский цирк с гастролями будет находиться в Абхазии. Я хочу сегодня на выступлении увидеть львов, тигров и медведей. Вообще в Абхазии у нас никогда не было до этого цирка, и поэтому хотелось бы увидеть что-нибудь прикольное. Очень, думаю, будет интересно. У нас в Абхазии впервые цирк. Я вообще буду впервые в цирке и очень жду, не дождусь. Так что я ожидаю медведев и велосипедистов и акробатов. Цирковое шоу проходит в большом шатре на площадке республиканского стадиона вместимостью 1000 человек. Мероприятие посетили вице-президент Беслан Беглава, чрезвычайно полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава столичной администрации Тимур Агрба, члены правительства. Представление длится более 2 часов с антрактом и рассчитано на семейную аудиторию, включая детей. В шоу соединены элементы театра, музыки, хореографии, создавая уникальное зрелище для зрителей всех возрастов. Я безмерно рад и счастлив приветствовать сегодня наших друзей с Росгосцирка. Уверены, что гастроли Росгосцирка в столице нашей республики, города Сухум, подарят незабываемые впечатления как жителям, так и гостям Абхазии. Выражаем признательность Наталье Николаевне Шульгиной и всему коллективу Сочинского государственного цирка за профессионализм и неоценимые усилия, направленные на обогащение культурной жизни наших граждан новыми, яркими впечатлениями искусства. Особую благодарность и искреннюю признательность выражаем руководству Министерства культуры Российской Федерации
за организацию данного мероприятия и возможность реализации столь масштабного проекта в Абхазии. Все средства с продажи билетов в цирк «Созвездие смелых» в Абхазии пойдут на поддержание разных отраслей республики, рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить правительство Республики Абхазия и Министерство культуры Российской Федерации за помощь и поддержку и в том, что сегодняшние гастроли состоятся. Я хочу сказать, что это впервые гастроли большого настоящего цирка в Республике Абхазии, и Российская государственная цирковая компания с особой гордостью представляет эту программу. По инициативе Министерства культуры Российской Федерации все средства от продажи билетов будут направлены в республику, куда, я думаю, что уважаемое руководство Республики Абхазии сама определит, сами определят куда, или на поддержку какого-то культурного проекта, или, может быть, в помощь чего-то. Ну, надеемся, что это будет даже не один, а десятки миллионов рублей, поэтому надеемся, что все будет хорошо. Кроме того, компания «Росгосцирк» привезла в Абхазию и специальный проект. В его рамках специально подготовленные специалисты-циркотерапевты будут заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении десятков лет уже мы этим занимаемся в России и имеем очень хорошие результаты. У нас социальный цирк Ярославля, это был пилотный проект. В 2012 году 300 семей детей с ментальными отклонениями находились при цирке, и многие из них уже выросли, и именно цирк, именно циркотерапия дала им огромную такую широкую дорогу в жизнь. И я очень надеюсь, что мы будем помогать и абхазским деткам. Это вообще бесплатное будет мероприятие. Мы будем организованно собирать группы детей и заниматься здесь с ними. Естественно, с хищными животными циркотерапия невозможна. Это только будут открытые репетиции, дети смогут все равно приобщиться и к цирковой дрессуре. Но на будущее у нас есть проекты, мы сюда привезем наших циркотерапевтов, хвостатых, усатых, и тоже будем здесь заниматься уже даже после того, как Шапито отсюда уедет. Либо будем приглашать в какие-то группы детей в сочинский цирк и заниматься уже на месте. Цирковое искусство имеет долгую историю, уходящую корнями в древние времена. С течением времени оно эволюционировало, приобретая все новые формы и технологии. Но, несмотря на это, основное внимание всегда уделяется демонстрации человеческих возможностей и таланта. Возвращение традиций цирковых гастролей может стать важным культурным событием и предложить жителям и туристам возможность насладиться уникальным видом искусства. Хочу поблагодарить, наверное, от лица жителей всей страны. Возьму на себя такую ответственность за тот великолепный праздник, который нам подарило руководство Российской Федерации, руководство Республики Абхазии. Эта работа началась еще в январе текущего года. Так получилось, что мы все были вовлечены в этот процесс. Я еще находился на предыдущем месте работы, поэтому посчитал своим долгом довести этот проект до конца. Весь вот этот период были задействованы огромное количество структур, ведомств, учреждений, коммунальных служб. Всем им хочу выразить отдельную благодарность. Я очень надеюсь, что жителям нашей страны, гостям и в первую очередь самым маленьким это придется по душе, потому что, как вы знаете, за все послевоенное время к нам цирк в таком масштабе, в таком формате приехал впервые. Наличие цирка – это вообще неотъемлемая часть культурной жизни любого общества, и мы рады тому, что у нас, наконец, такой институт, назову его так, появился в стране. То есть это один из таких основополагающих элементов для того, чтобы у людей была комфортная жизнь. Цирковое искусство и уличные представления всегда были популярны, поскольку они позволяют людям всех возрастов погрузиться в атмосферу праздника, веселья и открытий. Аля Катрап, Шахрам Мичба, Абхазское телевидение. Государственный фонд социального страхования и защиты труда обеспечивает финансовую поддержку граждан в разных сферах. Одно из самых важных направлений связано с материнством и улучшением демографической ситуации. С 2022 года пособия по рождаемости в республике увеличены в 3 раза. Мы выясняли, как работает система выплат в рамках социального страхования в Абхазии, какие изменения произошли в последние годы.
Деятельность Государственного фонда социального страхования и защиты труда республики охватывает множество аспектов, от выплат пособий по временной нетрудоспособности до обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. Ведомство играет ключевую роль в сфере соцзащиты граждан страны, особенно самых маленьких. Поэтому за последние 3 года размеры выплат по рождаемости увеличены в 3 раза. На данный момент единовременные пособия для работающих родителей составляют 27 тысяч рублей, для неработающих 22 тысячи. По рождению для неработающих родителей. Оно у нас не поддерживается страховыми взносами. Но мы всегда изыскиваем возможность для поддержки этой части наших граждан. По рождению для неработающих родителей мы повысили с 10 до 17 тысяч, потом до 22 тысяч рублей. Они у нас получают 22 тысячи рублей. Непосредственно такой вид пособия, как по рождению для работающих родителей, мы повысили с 15, потом до 22 тысяч рублей, а потом мы вышли с инициированием о повышении в 3-й раз данного вида пособия. И в сумме 27 тысяч рублей. Также увеличен порог единовременных выплат по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. Право на данный вид пособия имеют работники организации, то есть все плательщики страховых взносов в фонд соцстрахования. Сумма выплаты зависит от заработной платы страхователя. При этом есть дополнительное единовременное пособие, которое получают женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Им порог выплат был повышен с 1 до 3 тысяч рублей. Деньги поступают на счет учреждения, где работает страхователь, и оттуда на его карту. Кроме того, женщинам выплачивают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 7 тысяч рублей. Для сравнения, в 2021 году оно составляло всего 1000 рублей в месяц. Мы этой части тоже пособие повысили с 1000 рублей до 3000, а потом до 7000 рублей. Это по уходу за ребенком до 1,5 лет матери. До 2021 года сумма выплачивалась, если даже рождались двойняшки или тройняшки, эта сумма выплачивалась как на одного ребенка. Мы сделали так, что на каждого ребенка будет выплачиваться отдельная сумма. Вот по беременности родам, что имеется в виду декрет, оно у нас зависит от заработных плат. Раньше порог начисления был меньше, сейчас мы его повысили. И также повысили по временной нетрудоспособности. Это больничные листы, они непосредственно связаны, потому что сегодняшний день у нас сложное время и болезней много. И, соответственно, повышается и сумма расходов по такому пособию, как по временной нетрудоспособности, то есть по больничным листам. Подать документы на получение выплат по рождению и уходу за ребенком можно в течение 7 месяцев со дня родов. Позже, согласно закону, этот процесс не осуществляется. Поэтому необходимо вовремя обратиться в Государственный фонд социального страхования. Оформить пособие можно как на мать, так и на отца. В последнем случае, помимо необходимого пакета документов, надо предоставить свидетельство о заключении брака или об установлении отцовства. Я хотел бы нацелить на то, что нам необходима справка с роддома и оригинал. Без оригинала мы не принимаем. Нам необходимо, чтобы бумаги были в Абхазии рождены. Документы по единовременной выплате для неработающих родителей собирают в Фонде социального страхования и охраны труда. По словам Бакура Беби, с каждым годом количество заявлений растет. Фонд социального страхования и охраны труда практически инициировал повышение всех видов пособий в государственном социальном страховании. В сложной международной обстановке, повышенной инфляции и понижения покупательной способности рубля на сегодняшний день пособие по государственному социальному страхованию необходимо повышать. Отдельное спасибо хотелось бы выразить премьер-министру Делбо Владимиру Валерьевичу за то, что он непосредственно чутко относится к всем действиям руководства нашего фонда, а также руководству нашей республики за то, что социальная политика является приоритетом нашего государства. В Государственный фонд социального страхования и охраны труда часто обращаются и многодетные мамы. Здесь нужно пояснить, что выплатами многодетным семьям занимается Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Гугу Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Труппа Русдрама в мае вернулась с больших гастролей практически месяц. Искандеровцы выступали на театральных подмостках Перми, Екатеринбурга и Челябинска в рамках проекта «Большие гастроли», реализуемого Росконцертом по поручению Минкульта России. Яркими и насыщенными для труппы Русдрама выдались большие гастроли по городам Российской Федерации. В каждом из них они сыграли по 3 спектакля: «Пастух Махас», «Софичка» и «Отцы и дети». Везде их ждали аншлаги. Зрители раскупили билеты еще задолго до приезда русдрамовцев. Во всех городах были аншлаги, абсолютно все билеты были проданы, и мы выкладывали реакцию зрительного зала. Она свидетельствует о том, что мы все-таки на правильном пути, я бы так сказал, и огромный отклик. Самое главное, что в Челябинске, например, мы играли сразу после театра Вахтангова, который приезжал туда на гастроли со своими лучшими спектаклями. И мы очень боялись этого контраста, этого сравнения, но кроме того, что были аншлаги, действительно, там 1000-й зал в Челябинске, там невероятный успех. Руководство Русдрама тщательно выбирает из репертуара лучшие спектакли и возит их на гастроли. И неудивительно, что такой отклик зрителей. По словам Ираклия Хиндова, с каждым разом наблюдается тенденция увеличения зрителей как в Абхазии, так и за ее пределами. Вы знаете, такое понятие сарафанное радио, самый эффективный способ продвижения. Не реклама, не пиар, именно сарафанное радио, вот что работает. И они приходят к нам на спектакли. То же самое, люди здесь приходят к нам на спектакли, потом они приезжают в свои города, и когда мы уже приезжаем туда, они, безусловно, идут к нам на спектакли. Так что у нас есть поэтому тенденция к увеличению количества зрителей как здесь, в Абхазии на стационаре, так и когда мы выезжаем на гастроли. А повезли мы действительно наши хиты. «Пастух Махас» — это спектакль, который уже год в репертуаре, он собирает всегда полные залы, мы его уже сыграли больше 25 или 26 раз. «Софичка» всегда полные залы, там уже под 40 раз он спектакль. «Отцы и дети» — это наш новый спектакль по русской классике, замечательный спектакль. И я очень рад, что он имеет такой хороший отклик. Кроме того, в мае Русдрам с гастролями был и в Санкт-Петербурге. На сцене Тюза Брянцева в рамках престижного международного фестиваля «Молодежь. Театр. Фест» абхазские артисты показали спектакль «Роман с кокаином». Зрители приняли постановку на ура и долгими овациями не отпускали актеров. Лучшие театры, лучшие режиссеры, лучшие спектакли со всего мира за эти 20 с лишним лет побывали на этом фестивале. А мы вот второй раз, в этот раз это был «Роман с кокаином». Просто грандиозный успех был. И очень высокие оценки критиков, самые лестные. И мы также спектакль «Электро» 5 лет назад тоже играли на этом фестивале. Так что у нас много, это такой, знаете, многоканальный процесс. Наш театр имени Фазиля Искандера, он вот сейчас имеет такую устойчивую общероссийскую репутацию. То есть в России она знают везде, от Сахалина до Калининграда. Везде любого театрального деятеля или там людей, которые театром занимаются, спросите про наш театр, театр имени Фазиля Искандера, все его знают. Также в мае театр Искандера поехал на гастроли и в Архангельск. Моноспектакль «В лучах» буквально прогремел на фестивале «Ломоносов Фест». Игра актрисы Ирины Делба не оставила равнодушными зрителей. Без преувеличения можно сказать, что Русдрам узнаваем практически во всех городах России. Уже сейчас театр готовится к предстоящим гастролям в Сочи, а к концу года состоятся большие гастроли и в Москве. В этом году мы планируем большие гастроли в Москве. Мы сейчас вот этот вопрос обсуждаем, и там как нас поддерживает Беслан Родионович Агарба. Это вообще, я не знаю, что еще, какую благодарность я могу этому человеку выразить за то, что он делает для Абхазии, для нас, вообще для всех. И нас поддерживает Росконцерт, и мы сами тоже поучаствуем в этом процессе, потому что это очень масштабный проект, это произойдет все в конце осени, в начале зимы мы объявим даты. А в ближайшее время, 23 июня, да, мы едем в Сочи. Мы решили попробовать организовать вот самостоятельно эти гастроли. Мы арендовали Зимний театр и уверены в том, что зритель у нас будет, потому что сочинцы нас ждут. Меня приглашают постоянно в Сочи, вот на телевидение, потому что нас знают.
сочинцы, постоянные зрители театра имени Фазилия Искандера здесь, к нам они приезжают постоянно на каждый спектакль. Поэтому мы такой вот действительно мост, что ли, вот взаимодействия, дружбы, сотрудничества между Россией и Абхазией. И я очень рад, что мы эту миссию эффективно реализуем. Гастроли Русдрама позволяют знакомить с творчеством театра большую аудиторию за пределами регулярных постановок, что увеличивает популярность и узнаваемость театра и его артистов за рубежом. Постоянные выступления на различных площадках помогают им развиваться и набирать опыт. Если актер не соприкасается с другой аудиторией, если нет обмена энергии с другой публикой, с которой он здесь, может быть, не встречается, да, в Абхазии, если актер не доказывает себе и всем, и театр не доказывает, что он способен быть интересным не только в Абхазии, но и за пределами нашей страны. Как я говорил, от Калининграда до Сахалина, тогда все, как бы энергия застаивается театра, все превращается в какую-то рутину. Самое страшное в театре, когда то, что мы делаем, превращается в рутину, в обыденность какую-то. Вот мы каждый раз должны освежать наши рецепторы. Это очень важно. А вообще для актера самое главное – это выходить на сцену каждый день, а порой и 2 раза в день. Вот тогда актер становится актером. Поэтому я рад, что вот у нас вот мы этой задачи достигли. Мы играем спектакли каждый день. И мы уже как бы ничего не боимся, никаких гастролей, даже самых ответственных, сложных, потому что мы уже наработали необходимые компетенции, профессионализм. Вернувшись с гастролей, актеры Русдрама сразу же приступили к работе. Творческий коллектив сейчас готовится к премьере нового спектакля «Мышеловка», которая пройдет 20 и 21 июня. Аля Катрапш, Раму Камки, Абхазское телевидение. Карате в Абхазии занимаются более 48 лет. За это время абхазские каратисты не раз занимали призовые места на международной арене, а некоторым даже доводилось судить чемпионаты мира и Японии. Дисциплина, самоконтроль, развитие лидерских качеств – все это об японском виде боевых искусств, который сегодня очень популярен в нашей стране. Об истории и развитии этого вида спорта наш следующий репортаж. Богатая и большая история карате в Абхазии началась в сентябре 1977 года. Именно тогда в республике были организованы занятия по данному виду спорта. Первая группа карате была создана врачом Симоном Дарахвелидзе, который обучался в Москве у японского инструктора. Местные наши сухумские друзья, у нас вообще такая компания была, и часто звучало там вот один молодой человек из наших друзей, он как-то говорил про своего двоюродного брата. Ну, мы иногда шутили, эта тема как-то чуть-чуть плавала, тема карате, и мы как-то дурака валяли. А он говорил, подождите, вот сейчас приедет Симон, и мы будем заниматься. Ну, загадочно Симон. И потом вдруг приезжает, и это оказался Сема Дарахвелидзе, которого я знал. А это уже 1978 год. Фото сделано в Сухумском спортзале «Спартак». На фотографии запечатлена первая группа карате до Ситорю в Абхазии. Ситорю Токай – это основная ветвь вот этой школы. И то есть это классический вариант, потому что очень мало, в Советском Союзе очень мало кто имел выход на действительную такую японскую школу со своими традициями. И вот мы, в частности, получились продолжателями вот этой традиционной школы здесь, в Сухуми. То есть вот Симон приехал, и это было лето, это был июль, по-моему, уже, потому что я окончил академию и, в общем, праздно проводил время летнее. И вот он предложил заниматься. И как раз вот этот его двоюродный брат, наш друг, и вот первый раз мы, просто ничего не понимая, не зная, ну, всерьез уже, мы просто собрались, и я взял своего товарища-соседа, Зури Кубали, это вот тоже, мы вот вдвоем пришел вот этот наш друг, и пришел Симон со своей супругой. Это первая наша тренировка была прямо вот где памятник Махаджирам, где-то вот там на травке, просто в этом районе. Это была такая первая тренировка, это было лето. И потом как-то все отвалились, а я и мой друг-сосед, мы просто регулярно, каждое утро мы приходили, и вот 2 месяца мы вот так занимались в таком формате.
уже многие прослышали, и многие мои друзья, собственно, они все начинали меня как-то спрашивать, как и что. А Симон сказал, что с сентября начинаем официальные занятия, и как бы вот это такая точка отсчета. Поэтому началом можно назвать вот это начало сентября, первые дни буквально сентября. Мы вот это, такой был хореографический зал, вторая школа, где там угловой, у них угловой класс, он небольшой совершенно, вот, наверное, вот такая площадь, ну, больше чуть. Зал такой, по-моему, для хореографических занятий. Вот там начались наши первые занятия. В основном все вот мои друзья, они все меня просили там за них слово сказать. И, в общем, практически из всех моих вот знакомых собралась первая группа. Среди первых учеников были Адгур Дзидзария, Сергей Шамба, Юрий и Валерий Кураско, Владимир Анцупов. Абхазские каратисты выступали на соревнованиях, часто побеждали, учились, сдавали на пояса. К ним приезжали московские инструкторы, проводили семинары, оказывали методическую помощь. Это фото сделано в 1981 году в Сухуме. Основатель школы карате стиля Ситорю Ситокай в СССР проводит аттестацию в Сухумской школе Ситорю. Он же и тренирует. А здесь запечатлен исторический приезд президента Всеяпонской Федерации карате до Ситокай Мадзо Ивата в Москву в 1980 году. Абхазские каратисты в самом центре. Вся школа российская, вот, ну тогда в Москве, вот этой школы Ситорю, и мы в центре торчим, еще я длинный такой, и мы в самом центре, и потом эти москвичи все злились. Эти сухумцы везде, а я даже понятия не имел, но он так ловко, и вот эта историческая фотография есть, где мы там в самом центре оказались. И это тоже, это для вообще кому-то сказать, да вот это наш статус тогда. Вот почему я когда говорю о наших достижениях, что наша школа была очень качественная, действительно, и соответствовала всем традициям. А это легенда советского карате Тадеуш Касьянов в гостях у Сухумской школы карате до Ситорю. Спортсмены из Сухума выделялись среди других своими победами и подготовкой. Были как бы рука на пульсе была, и все наши, вот все, что мы получали, все наши аттестации, они проходили вот на полном серьезе, и, то есть с соблюдением всех норм. И это для Советского Союза это было довольно редкая, то есть вот такая именно картина. Но у нас были довольно, большие успехи тогда вот на уровне таком. У меня международная квалификация, рефери международной категории практически. То есть я даже чемпионат Японии судил. И это интересно, потому что там, вот это опять показатель, потому что сборная из России была единственная иностранная команда внутри японского чемпионата, потому что она вот это 75-й официальный филиал школы Ситорю. И они участвовали на правах как японцы, то есть как внутри японских соревнований. И там корпус судей был там человек 100, наверное, ну вот целый ряд огромный. Из-за боевых действий на территории Абхазии в 1992-1993 годах тренировки были прекращены. В 1993 году абхазские каратисты возобновили занятия. Первые после войны группы открылись в Сухуме и Ткварчале. Начались занятия и у старейшего абхазского инструктора карате Михаила Саркисяна. Важный импульс развитию карате в Абхазии придал визит инструктора Ассоциации боевых искусств России Михаила Степина и Юрия Соловьева, которые по собственной инициативе предложили руководству Абхазии и абхазским каратистам безвозмездную помощь. В последние годы японское боевое искусство набирает популярность в Абхазии, и с каждым годом все больше мальчиков и девочек идут заниматься карате. Существуют разные секции от кёкусинкай до фудокан. Каждый стиль имеет свои особенности. Так, в июне 2017 года была создана Федерация всестилевого карате Абхазии. Необходимость была связана с тем, что нужно объединить усилия в данном направлении. И самое главное, это дает возможность выступать на международных площадках. В последние годы в Абхазии этот сложный вид спорта стал популярен не только среди мальчиков, но и у девочек. Ведь японский вид боевого искусства учит дисциплине и самоконтролю, развитию лидерских качеств, контролю эмоций, физическому развитию и самообороне. В общем, плюсов здесь много. Некоторые говорят, что это не для девочек спорт, но я все равно настаиваю, чтобы я ходила на карате. Мне это нравится, и я должна заниматься дальше. Я тоже посмотрела тренировку, и мне понравилось. И я сказала маме, я тоже хочу на тренировку пойти.
Я один раз позанималась, мама сказала, чуть-чуть позанимаешься, бросишь. И я так и хожу уже 5 лет. Я занимаюсь карате 5 лет. Меня привела мама, я хотела заниматься спортом, и меня привела мама, и мне очень понравился этот спорт. Ну, я как-то сказала папе, и он меня привел. Думала бросить, но сейчас уже не хочу. Я хочу заниматься, дальше ходить на карате. Федерация карате Абхазии активно проводит мероприятия для популяризации боевого искусства и укрепления международных связей в области физической культуры и спорта. Гугут Савардания, Адиса Сагария, Нарсол Цулукия, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен, но мы продолжаем свою работу. Оставайтесь на канале Абхазского телевидения. Всего доброго!